Привет, друзья! С вами одинокий Джейсон. Наверное, вы уже думаете, что я буду снимать третью часть саги Руслан Долгие Весы, Артем Плато, но, к сожалению, я хочу вас разочаровать. Я сегодня не преследую эту цель делать кому-то рекламу, делать, заступаться за кого-то. Знаете, пусть ингуши между собой разбирают, что это Руслан Долгиев, ингуш, что это Рустам, Артем Плато, ингуш. Тот по рождению, это по призванию, там разницы никакой, эти внутриингушские разборки, нам, чеченцам, тем более нам, чеченцам, не стоит даже туда эти недры вникать, но было интересно, конечно, наблюдать за их баталями. Я думал, Артем Плато сейчас выкатит тяжелую артиллерию, вот этот Руслан Долгих будет отбиваться, но, как бы вам сказать, шоу не получилось, шоу не произошло, да, колкости Артемка бросал в сторону вот это. Знаешь, это странно, Артем, извини меня, пожалуйста, я не преследую цель тебя приунизить, унизить, я не знаю, это я не ингуш, я чеченец, у нас такое нет. Но это очень смешно выглядит. Ты же взрослый пара. Я понимаю тебя, 17, 18, 19 лет, и ты вот еще романтической какой-то романтики, еще только начинаешь свою жизнь, и многие вещи ты не осознаешь. В некоторых моментах ты немножко глупенький, в некоторых местах ты не докатываешь, потому что жизненного опыта у тебя нет. Вот я понял, если тебе 18 лет, и вот ты такой говоришь, вот так себя преподносишь, но ты взрослый парень, тебе 40 лет, этому тоже, точно так же, если он несколько лет старше тебя, или может быть несколько лет младше тебя. Я не знаю, сколько Руслан Долгиев. Вот два взрослых мужчины вышли на серьезный мужской разговор. Конечно, разговор бывает разный, иногда бывает и неприятный. Нужно же знать, с кем ты идешь, куда дети находятся, во-первых, и с кем ты идешь на эти разборки. Я наивных людей, мне кажется, тут нету. Ни в этой студии не был их, и я тут за этим кадром тоже не наивный человек. Я, знаете, просто по своему жизненному опыту, жизненному багажу могу знать, знаете, такие эти мелкие вещи, которые ты можешь сразу же распознать. Почему ты не распознал, что это провокация? Почему ты специально пошел туда, чтобы сделать эту провокацию? Речь не об ингуше, а о тебе, русском парне, который в гостях. Я никого сейчас не защищаю, никого ни за кого не вступаюсь. Просто, конечно, для меня это было шоком. Ингуш берет интервью, и вот так откровенный разговор. Почему этого откровенного разговора до прихода Артема Плотуя не было? Почему вот есть очень много вещей, которые нужно говорить открыто, откровенно, с чистой душой, с чистыми помыслами. Вот ничего не было, просто именно вот почему-то ингуши решили на этом Артеме Плато вот свою искренность показать, свою открытость показать. Искренности там далеко, там нет искренности, там это фальшь, ложь и лицемерие. Но вот именно на русском парне, не на ингуше, не на ингушке провокаторш какой-нибудь там, комсомолки, виси красоткой, а вот русский парень, который, может, я утверждаю, я не утверждаю, неужели ты такой наивный парень, товарищ Плато, что теперь можно вот так легки обвести вокруг пальца? Я не думаю. Может, да. Почему я думаю, что ты такой? Арнаул же это не Москва, какая-то тайга, где-то там Сибирь. И, скорее всего, ты
Я просто романтизирую тебя, мне кажется, ты намного смышленый. И вот попасть на эту удочку, самое главное, зная, что будет провокация, туда пойти. Вот какую ты цель преследовал? Я сколько дней я сижу и размышляю. Вот как это? Мне просто не потому, что мне делать больше нечего, и я от скуки сижу и вас обсуждаю, товарищ. Нет, это мои жизни, вот, принцип, вот мой принцип. Я хочу понять, почему вот хочу некоторые вещи разобрать, это мне потом будет понятно, понять эти, хочу просто понять не тебя, русского парня, а вот эту ингуша, который вот решил над тобой отыграться. Я не говорю, что не было вопросов. Я не говорю, что он не обязан, э, э, что нельзя задавать такие критические вопросы. Да, это можно. Но им почему это, вот это вся их, вот это началось им с тебя. Вот это я не понял. Вот это я хотел бы знать. Почему вот молчали, лежали, врали прополую, вот на этом их мужском телевидении и на этих подкастах. А вот вдруг решили вспомнить про, э, как вам сказать, про честность, там, не знаю, какую-то справедливость. И вот претензии предъявлять не по адресу. Вот это мне, я так и не понял. Просто я сейчас, если я начну говорить вот это, я просто пойду по-другому. У меня сегодня не такая тема. Просто я решил прокомментировать ваш вот это баталия, это поле сражений. Это товарищ Артемка, у тебя не получится между хорошими и плохими ингушами петлять. И вот то, что ты самый большой ингуш на этой земле, это тебе не поможет. Это тебе, вот этот наглядный пример. Почему я третий ролик снимаю и говорю про это? Потому что это наглядный пример вот этого ингушского гостеприимства. Да, мы эти чеченцы знаем. Мы это на себе пережили. Вот даже сейчас эта драма продолжается, все у них вот это, вот только против чеченцев, на чеченцев набрасывается, и какое-то легкомыслие у них. Вот это, вот все виноваты, кроме самих ингушей. И чеченцы виноваты, это приезжий русский виноват, Иванушка, дурачок виноват. Все виноваты вокруг. Вот ингуши самые кристально чистые, самые я не знаю, хорошие люди на этой земле. Вот ты там проживешь уже 8 лет. За эти 8 лет ты мог бы распознать, где это фальшь, где это ложь, где это лицемерие, где это подлизство. Но тебе, наверное, нравится быть на первых скрипках, так как у тебя еще карьера была, бурной молодости, еще бизнес аплодисменты, наверное, всем нравятся, хотя мне они не нравятся. Вот вниманием я не хочу, чтобы кто-то мной восхищался или что-то говорил. Хотя, наверное, я скромный человек, не все люди скромные, и, скорее всего, тебе это нравится, вот так восхищаются тобой, вот так признаются в любви, вот как они тебя только тебе кажется, тебя защитили и мужчины, вот тут остановочка, вот тут поподробнее. Это не защита, это пара комментариев приятных написать в интернете под непонятным ликом. Это защита. Если когда у тебя начнется проблема, вот тогда я хотел бы увидеть, как бы эти ингуши за тебя заступались. Вот этот приезжий русский. Забудут на третий день. Как тебя звали даже? Вот это, вот такая философия ингушей. Вот у нее очень тонкая философия. Нужно быть немножко осторожным, немножко иногда трезво смотреть на вещи. Не нужно очаровываться, не нужно восхвалять. У них ничего нет, чтобы ты восхвалял. Там восторженно говорил: о, Джайрахские горы, самые красивые горы на земле. Дорогой мой, ты ослеп там? Может, тебе выписать очки? И нужно, мой совет, иди к окулисту. Самое красивое место на земле. В Швейцарии ты был, в Чечне ты был,
Кабарде ты был, Северная Осетия, сколько красивых мест Северной Осетии. И вот ты почему-то подлизываешь этим ингушам, и тебе кажется, что ты можешь их обмануть. Но если они рады обманывать, это их личное дело. Флаг тебе в руки, иди дальше их мути. Они, у вас взаимный обман. Они тебе обман, а ты их обман. Понятно. Взаимная любовь– это великое чувство. Это описал Шекспир. Короче, нам до таких нежных чувств нам еще далеко-далеко. Мы простые крестьяне. Мы живем, вот, веселимся. Вот перед вами вот этот обзор Бангкока. Я люблю в своих репортажах всегда оставлять обзор, где я находился. Это все я там снимал, это мои из видеофрагменты. Вот это Сатхон, Financial District Бангкока. Вот знаете, мест прекрасных, даже в каменных джунглях ты найдешь очень красивых мест. И вот даже я сидя вот там, если я сидел бы в Москве, вот там смотрел бы, у меня не было таких чувств. Я знал, что я в какой-то необычном месте в Бангкоке, вот это переполняло меня, вот это восхищение за этот народ. И вот я понимаю, ты живешь там, и вот тебя вот переполняет, что вот этот, вот как там красиво. Не надо добавлять, что это самое красивое место на земле. Просто говори, какой Ингушетия красивый город. Вот вот это искренность, вот это правда. А вот когда ты начинаешь за деньги или за бесплатно, я не думаю, что такой ты идиот за бесплатно их рекламируешь. Может такое и быть тоже. Знаете, просто так за стакан чая ты их рекламируешь за бесплатно. Вот это гость себя куда-то пригласили, вот это благодарность ингушскому народу. А это самый неблагодарный народ. Вот история это нам показывала и тебе покажет вот свое гостеприимство. Это до поры до времени, пока вот ты выгоден, им нужен, пока с тобой не происходит никаких вот этих стрясок, да, они будут и здороваться с тобой, и тебя восторженно Артемка будет кричать на этих площадях, но начнутся проблемы. По чуть-чуть уйдут. Вот ты останешься. И зачем тебе, молодому парню, вот эти потрясения, не знаю. Я просто очень много мыслей, нет смысла сейчас я буду вот рассказывать. Вот я размышляю последние дни после этого интервью 5-часового. Мне так сперва было какое-то ощущение некомфортности. Даже не то, что вопросы мне задавал, какой-то вот задает вопросы, и вот даже ответы твои, Артемка, тоже меня задавал. Как-то вот наш упертый, вот хочешь ответить. А почему нельзя было промолчать? Я сказал, я не хочу на это отвечать. Тебе же, вот это, я знаю, почему-то в России 54 статья Конституции, против себя ты же не можешь, вот, просто может это, вот он и так тебя задал бы это 1000 вопросов, а нельзя было просто, вот некоторые вопросы просто, а не ответить. Вот это тоже меня удивило. Я не романтизирую тебя и не романтизирую вот этого ингуша Руслана Долгиева. Вы одного поля ягодки, расцветает вот этом назране и варите этой каши. И мне очень сложно понять, что у вас там происходит, сидя тут за 10 тысяч километров. Но я так думаю, разборки будут, они очень, последствия тоже будут. Так что, я не знаю, я просто кричу тебе, Артемки, беги оттуда, беги, пока ты можешь. Пока, вот сколько людей спасли свою жизнь. Вот умные люди. Вот если я остался в этом Санкт-Петербурге, и тебя, как ты бы вот защищал бы вот свою честь и достоинство, там, с полицией, там, милицией, где я бы сейчас оказался? Оказался бы в тюрьме. Я никуда бы дальше не пошел.
Точно так же, вот это русский регион в России, в Санкт-Петербурге, я чеченец, никаких прав будет. А не защитил. Точно так же, находясь в Ингушетии, среди ингушей, не нужно там, не знаю, добиваться этой справедливости. Это мой личный пример. Я просто по своему личному примеру вот тебе даю понять, что это так не бывает. Давайте я одну минуту сейчас переключу. Просто я не могу понять, почему ты так упер, почему ты хочешь именно быть ингушом. Вот. Хотя я понимаю, если ты там ассимилировался бы, я не знаю, принял бы веру, там муфти Ингушетии тебя бы сделал бы мусульманином, это показали бы по телевидению, и все ингуши бы вот вздохнули бы, вот Артемка, это наш уже ингуш, вот ты женился бы там, я не знаю, выучил бы этот ингушский язык, какой-то процент, не 100%, но какой-то процент было бы реальная возможность влиться в это общество и как-то, я не знаю, быть этим ингушом. Так как у тебя все наоборот, мне кажется, нет смысла там сидеть в этих студиях и доказывать, что ты самый большой ингуш на этой земле. Знаете, вот поэтому просто я удивляюсь. Это может быть и тупость, я не знаю. Может, да, наивность. Но я не думаю, что ты наивный Иванушка, который не понимает, что происходит. Ты прекрасно понимаешь, что происходит. И делать вид, что все прекрасно, все хорошо, и за эти 200-300 комментариев, которые написали, вот это тебе вдохновляет силе бороться с несправедливостью. После сами ингуши за свою справедливость болеют, за свою справедливость. Они никогда свои истории, вот свои истории, вот они, да, только прислуживаются. Вот да, таким, как ты, русским, вот они прислуживали. Вот Ермолова они были соратниками Ермолова. Вот всю свою их неделю, это у них не было. Они сами не хотят за свою республику. Вот никогда, вот 200-300 лет они молчали, они все, везде все, где нужно подписывать, где нужно прислуживать, где нужно работали там. Я не знаю, только вот миролюбивые ингуши, вдруг вот такие, как ты и другие провокаторы, вот им дают вдохновление, вот утверждают, что они самый великий народ, самая великая нация. Вот ты, сидя там, не понимая, что ты тоже участвуешь в вот этой их пропаганде, ты тоже точно такой же пропагандист, как этот Руслан Довгиев. Нам вас не учит, у вас своя жизнь, у вас свои жизненные приоритеты. Вот приоритеты ты неправильно поставил, потому что я понимаю, это большой город ты находился бы, я бы это понял бы. Это вот в Магасе, что ты можешь найти? Этому городу только 30 лет нет. Вот что ты там нашел? Вот я это не понимаю. И не пойму, конечно, ваши вот эти дела, может, это что-то земное, может, это что-то, не знаю я. Они реально, но нам это не понять, конечно. Это не укор, мы тут работением не занимаемся. Тут мы, знаете, не сидим и вот мы не собираем эти сплетни, чтобы перемалывать эти кости. Просто был информационный повод, и я как вам сказать, информационно подкованный человек, я решил ответить. Правда, мы знаем, я понравилось вам, это не понравилось. Я в одном ролике зацепился за тебя, а во втором ролике я, так как я нейтральный человек, просто попытался понять другую сторону. И я
не твой враг, не враг это Руслан Долгиев, хотя этот Руслан Долгиев очень подло себя ведет. Я просто это не было, вот знаете, снять, хайпануть. Я не собирался хайпануть, поэтому я очень много негативных вещей не сказал насчет этого Руслан Долгиев. Как он, вот этот старик чеченец умер, вот как он, вот этот тоже некрасиво был. Вот он грязным словами отозвался о умершем старике. Это по-войнавски, это по-чеченски, это по-ингушски, даже не по-русски. Вот это, ну такая личность этот Руслан Долгиев. Тоже мутная личность. Все ингуши все мутные. И ты тоже, как бы, да, ты стал ингушом, и ты тоже очень мутный человек. Поэтому что нам? Нам остается все это констатировать. Флаг вам в руки, товарищи. Если вы хотите, я не знаю, бегать по этим площадям, соревноваться, кто лучше, кто самый большой ингуш на этой земле, не знаю, скорее всего, Руслан Долгиев тебе победить в этом соревновании, потому что он-то и родился в Ингушетии. Вот это Ингуши, да, когда ты приносишь им выгоду, они будут хлопать тебя. Они горой за своих ингушей. Я не видел, вот сколько вот этот Руслан Долгий просто задал они корректные вопросы, вот они накинулись на этот Руслан Долгий. Но представь себе, сколько грязных вещей они делают против чеченцев. Но ни одного мужчины в Ингушетии нет, чтобы встать и сказать, знаете, прекратите свой балаган, свою проституцию политическую. Вот никто не встает. Как бы это нам не касается. Вот Артем Платон мы будем хлопать в ладоши. Вот это же неправильно, это же некрасиво. Вот так себя вести. Это даже не по-людски. Вот, чеченцы сколько всего пережили. И вот этот хайповать на этих чеченцев, чтобы возвыситься. У вас ничего никогда не было. У вас и никогда ничего не будет, товарищ Ингуш. Вот я в этом уверен 100%. Вот вы, да, как продажный в эти будете туда-сюда бегать и оптом, и в розницу. Ну, знаете, это у вас нет вот этого ядра, вот этого корня, как у чеченцев, нет вот этой истории, нет этого вот это стремление. У вас просто, да, вы просто, знаете, вот я самый великий, вот хотите, вот как этот Артем Плато, я звезда, их аплодисменты. Вот точно так же. Скорее всего, вы вот так хотите все легко, просто. Вот захотели, проснулись, все. Вот это. Что вы только не творите, вот каждым годом вы наглеете. И вот это самое страшное, что сможет с вами произойти. Один прекрасный момент, ваш хребет сломают. Ваша наглость, вам рот заткнут. Вот терпение, она долго, конечно, можно терпеть, но в один прекрасный момент вы захлебнетесь этой гадостью. Пожалуйста, пока не поздно. Тебе, Артем, тоже точно такой же, вот как и Тима Гуша. Пока не поздно, остановитесь. Придите в себя. Ты, как бы ты ни скакал на этих площадях, это 3 квадратных километра, Артемка. Это мирового она значения не имеет. Даже Кавказ заметит, если это Ингушетия вдруг растворится где-то там, не заметит пропажи, понимаете? Это не такой значительный элемент нашей истории, нашей жизни. Это благодаря чеченцам, вот, благодаря их смелости, благодаря их мужеству, благодаря их стойкости, вот, они получили какие-то баллы. И 70 лет с нами прожили тоже в составе одного республики Чечения-Ингушетии. Вот когда провоцирует вот какое отношение чеченцев, вот люди, вот точно такое же отношение провоцируют ингушам, потому что они думают, что они братья, но они не братья. Даже они сводный брат. Вот ты их не брат. Вот русский им будет братом, грузин будет братом, аварец будет братом. А вот чеченец нет, потому что
Это же мы же преследуем, они не целы соединиться там в родстве, дружбе жить с народами. Мы преследуем другую цель совсем. Эгоистичные, лицемерные, эгоисты, большие эгоисты. Осетины нехорошие, чеченцы нехорошие. И вот ингуши пушистые, их нужно сдевать. Линьки, они такие нежные существа, такие очень обидчивые еще, голосастые. Что-то не слышно было их возгласы никогда. Вот последние пару лет вот они как с ума все посходили. Мы, знаете, вот я сидел сейчас, недавно слушал ролик какой-то свадебный, вот эта блогерша Киса Чечня, она проживает в единой русской девушке, вышедшей замуж 16 лет за чеченского парня, там любовь, там морковь, понятно. И вот она уже чеченский язык знает, уже дети у него, вот она блогерствует сейчас после этого COVID-19, все там были закрыты, и вот она вдруг просто начала снимать ролики, это пошло, сейчас она заметный блогер в Чеченской Республике, почти 100 тысяч, у нее есть еще сестра, женщина с претензией, ну, кто знает, кто в курсе вот это. И вот она просто, она работает в Веденском районной больнице медсестрой, и его главный, не шеф, как это, главная медсестра, его младший сын женился. Вот она просто так, как она блогерша, она просто пришла на эту свадьбу и просто взяла свой телефон, и на телефон, не на профессиональную камеру, вот на этот телефон снимает вот эту свадьбу в чеченском языком говорю, 1000 свадьб это в интернете, 1000 свадьб. Вы знаете, что вот там, когда встреча свекрови с невестой, вот эта сцена была, и там она включила чеченскую музыку. Это взорвало интернет. Вы представляете, взорвало интернет. Не то, что Россия посмотрела, весь Средняя Азия, Грузия, весь Арабский Восток посмотрел этот видео. За месяц, по-моему, 8 миллионов просмотров. Из-за этой чеченской песни, вот этих людей, вот люди захотелось посмотреть на чеченцев, на их свадьбу, вот это просто взрыв эмоций. И вот это марка, чеченцы это марка, знаете, Чеченская Республика марка, город Грозный это марка, и маркер, это когда думают про чеченцев, они, знаете, сразу, вот тоже один блогер чеченский, ну то он начинающий молодой парень, скорее всего, с Турции, я не знаю, он владеет турецким языком, вот он всегда, он не говорит «я Russia», я не говорит вот это, он всегда, везде, во всех странах, в Вьетнаме тоже, представился, что он чеченца, вот я удивился, что старик знает чечен, и вот начинаю с ним общаться. И вот он везде представляется чеченцем, а не русским, а не французом, не итальянцем, а чеченцем. Все его узнают. И кто чечен? Вот это, знаете, мы не хвастаемся, мы не пячимся, мы не говорим, что мы велики. Просто мы говорим, что, знаете, когда вы утверждаете, что это никто, вот это народ, это искусственное, мы это самые великие, вот покажите, назовите, вот мы всегда говорим, назовите свои имена, назовите свою культуру, назовите свою общественность, деятелей, не, вот назовите их. И вот тоже песня Мансура Минцаева. Мансур Минцаев гремел на весь Советский Союз. Вот это «Апты Далхатова», песня вот этот, очень в советское время была популярна. Вот, я не знаю, это Муслим Магомаев, Махмуд Эсенбай. Вот, знаете, имена, это чеченские, вот ни одного имени у вас нет. Вот как это может такое быть, что вы нет у вас ни истории, нет у вас громких имен, нет у вас имамов, нет у вас политики, никого у вас нет. Вот вдруг сразу же, вот вы великие. Ваше величие, знаете, величие этих ингушских гор, я вас хочу расстроить. Эти горы
везде. Так что это не маркер древности, это не маркер величия. Это рядом вас Чечня, 100 километров от вас нет, город Грозный. Это горе везде. И так что, тем более, это утверждать на Кавказе, где все вот это, традиции, обычаи, это все древнее вот это. И там утверждать, что вы вот такие. Я понимаю, вот это Таиланд, рядом Мьянма, Лаос, Камбоджа. И вот там можно было бы сказать, что мы оригинальный народ. А на Кавказе, где каждый народ своим трудом, потом, своим мужеством доказал, кто они такие, и среди них какое-то непонятное вот это вылупившее птенцо утверждает, что мы нет, это вы никто, это мы самые великие. Это вся наша история, это наши традиции, это наши обычаи, это наши танцы, это наши песни, это наша еда, все ваше, ковры ваши, я не знаю, Москва тоже оказывается, потом если вот окажется вашим, я не удивлюсь, если Махачкала окажется ингушем основанный. Там какой-то парень тоже говорил, что в Дагестане есть село ингуш, рассказать про него не стоит, знаете, не стоит про них рассказывать. Это малозначительный факт. Давайте лучше мы про себя будем рассказывать, про своих выдающих деятелей. Вот это очень много вещей, которые я не знаю. Мы можем говорить, мы можем именами бросаться. Вот интересно, товарищи ингуши, какие имена у вас, какие подвиги. Вот это хотел бы рассказать. Вот песня, вот мы говорили про этих певцов, песня Макима Мамежиева 15 миллионов, 16 миллионов. Каждая песня 3, 4, 5 миллионов. Вот она, вот просто чеченская певица, и вот я не знаю, может быть, у него есть песни и по 20 миллионов просмотров в Ютубе. Вот это Мака Сагепа, песня «Красивый парень». Почти 60 миллионов человек посмотрел. И вот это очень много вот чеченских. Вот я не говорю, что у вас вообще нет этих песен. Нет, есть у вас. Ну, своеобразно. Вот чеченский это марка, понимаете? Марка. Бывает и известные марки, и бывают малоизвестные марки. И вот как бы вот принять это, что если у вас этого нет, то почему вы должны это придумывать? Почему вы должны это сочинять? Почему вы должны еще иметь наглость претендовать на чужую, претензии предъявлять вот этим соседям своим, чеченцам, постоянно претензии. Никому претензий нет, только эти чеченцы. И вот это я, вот в этом плане, в плане этих песен, в плане этих артистов, в плане этих танцоров, в плане этих политиков даже. Руслан Хасбулат, председатель Верховного Совета Российской Федерации, кто был Руслан Хасбулат? Даже вот это. И вот я не пойму вас, конечно, не пойму. Даже простая песня «Вигах на носу», вот это, просто песня, вот 2 миллиона 900. Чеченский азми, вот это все, вот адхок пондур, вот это адхок пондур, 5 миллионов, 6 миллионов, вот это же действительно, это просто религиозная музыка имеет вот такие просмотры. И вот это про Мухаммеда песни тоже чеченские, тоже. И вот это я просто сижу, вот я это смотрю, я все это слушаю, и вот почему-то мне никогда, это только сейчас пришло в голову, после Артема Плато, когда он начал утверждать, что он самый великий ингуш, вот доказывал этой студии, вот это Руслан Долгиев, какой он великий ингуш. Вот тогда я задумался, интересно, а если такое, могу ли я, чеченец, утверждать, что я тоже такой великий чеченец, и вот оказывается, ой-ой-ой, оказывается, очень достойная история. Вот это действительно, вот это, оно, это же и бывает из ничего. И вот оно должно вот так идти, и все это должно
издеваться. И вот это есть пример, есть пример. Вот это Джахар Дуда тоже, хотя бы глава Чечни, вот на весь мир звенел, звенел на весь мир, все его знают. И вот этот академик Хаджиев, Асабек Аслаханов, даже Саджи у Малатова, это коммунистка Саджи у Малатова, Яченко, с трибуны Верховного Совета СССР против президента СССР Горбачева, как она клеймил это Горбачев. Вот, знаете, и вот где это величие, вот это так. И вот, конечно, вот шейх Мансур, история, если даже взять историю, вот шейх Мансур, Бебалатеми, Байсангур Биновский, сколько их вот обреки Зелимхан, даже последнее, понятно, шейх Мансур тоже пленили, Екатерина его пленила, там он вот, город Анапу даже захватывал, вот шейх Мансур. Это с 1700-х годов, когда в Ингушетии вообще природы не существовало. И тогда даже сама империя, Российская империя, была огромная же империя. Вот даже вот эта Российская империя, любому вот чеченцу вот такое внимание, такой вот ажиотаж в России, в Москве, Петербург, газет, поэтому обреки Зельмаха, в газетах питерских об этом писал. Вот это чистая история, чистая, не написанная, это не сказочки вам. Да, сейчас, в 2026 году, конечно, мы с интеллигентом будем сочинять эти сказки, но знаете, это потом это как, да, для нас это не касается, да, вот для ингушей это будет проблема, конечно. Это будет большая проблема. Они подумают, что они великие, а потом они просто человек выйдет, а на улице Азрани, там колхоз, вот это, как будто у него, а потом, почему у нас нет, потому что это нас порабощали, нас угнетали, почему нас так мало, чума, как объяснял Танзила Чабиева, что чума у вас была, нигде не было чумы, других, они косило только мужчин, покосило, вот такое. Что я могу и про это Артем рассказывать, но вот смысла нет. Я просто решил сегодня не говорить о нем, потому что, вы знаете, я как порядочный, я добрый человек, да, может быть, я пожалею его, но, знаете, он жалеет ли нас, чеченцев? Вот это вопрос. Он же участвует в этой подлости. Он знает, что люди поступают подло, что он знает, что они врут без конца. Журналисты еще. Просто 5 минут тебя, Артем Платов, вот сесть, докопаться до правды, 5 минут тебе нужно. Значит, ты не ищешь правду. Значит, ты не хочешь, чтобы она звучала. Тебе комфортнее вот во лжи там оседать, поэтому вот такие результаты. Это с первой студии. Потом на улице кто-то тебе будет пинать. Ингуш какой-то озлобленный на тебя схватит и будет пинать ногой. Вот будешь бегать от них, будешь спасаться в Грозном или, я не знаю, в Краснодаре от этих ингушей, от их безграничной любви. Ну, вот такое дела. Ой, такие дела, такие мыслишки сегодня почему-то в голове. Наглость людей не имеет границ, конечно. Мы люди разные, кто-то добрый, кто-то приличный, кто-то воспитанный, кто-то неряшливый, безграмотный, наглый. И вот нам сложно, знаете, делить всех людей на категории, как вы, товарищи Ингуши, их делите, чеченцев на категории, на хороших, на плохих чеченцев. И вот Артем, как, конечно, Цуцванг ты попал, конечно. И сказать, что хороший тоже, потом не всем ингушам ты нравишься, не все ингуши тебе аплодируют, не все ингуши тебе хотят,
чтобы ты жил у них. Э, Даже ты не хочешь это сделать провокацией, ты что-то там сказал, это уже провокация. Она расценивается как провокация, потому что ты не к селу, а не к двору, а не к сердцу. Ты не ингуш. Можно, я тоже буду говорить, что я ингуш, а это я ингушом не стану. Я душой и сердцем чеченец. Точно так же, душой и сердцем ты русский. Грек ты, узбек ты, без разницы мне. Просто душой и сердцем ты не ингуш. Вот это я знаю. Да, любить можно, уважать людей можно, народ даже выражать симпатию этому народу можешь, имеешь это на это полное право. Мы тут, они судьи и не прокуроры, говорить тебе, и не детский сад, чтобы тебе учить, что хорошо, что плохо. Сам, наверное, взрослый знаешь. Но просто я волнуюсь за тебя, потому что, знаете, хотя эти взрослые кажутся умным парнем, но вот от глупости никто не застрахован. И когда ты постоянно живешь, эти люди, знаете, эти хорошие ингуши, тебя немножко, знаете, обводят вокруг пальца, и ты от реальности отходишь, и тебе кажется, что это вот так. Нет, это не так. Не дай Бог, спор ингуша с ингушом застрять там, посередине. Там пух и перья будут лететь во все стороны. А ты, тем более, русский приезжий. Конечно, ты гость, но вот как это Руслан Долгиев сказал тебе, хоть и не прямо, ты уже отсиделся в гостях, пора тебе, Артемка, собирать чемодан, вокзал Краснодар. Конечно, это самый желательный маршрут, конечно, чтобы не было вот этих потрясений, то потом мы не переживали за тебя. Вот такой. Конечно, у нас бы строил бы вот такой мирный исход твоего из Ингушетии, и ты не потерялся бы, ты не вот это. Пусть они живут, знаете, их нужно оставить в покое, и пусть они варят свои каши, хотя, мне кажется, они не успокоятся никогда. Это, знаешь, когда это очень заразная вещь, когда безнаказанно ты что-то творишь зло, это зло, оно наказывается, и вот тогда-то человек может потерять берега, и вот это, вот мне тоже странно кажется, вот пригородный район, ты вот там ты тоже христианин, они тоже христиане, вот какой-то, я не знаю, какой-то должно же быть. Вот почему вот это тебе претензии, Артем? Потому что они говорят, что мы мусульмане, у вас так не положено. И вот тебе претензии предъявляют. А почему ты русский парень, христианин, или грек, ты, я не знаю, какая у них религия, тоже ортодоксальный, христианство. И вот почему ты даже хотя бы посередине остановись? Нет. Мы должны, вот, ингуши правы, а чего ты взял, что они правы? Где ты это выкипал, где ты прочел? Вот скажи мне. Если это было бы ингушевское, вот Сталин бы отдал бы ингушу. Он русский, вот вы, русские, знаете, что это, вот, Владикавказ ничего не было вокруг. Не то, что Назрань, когда строили, крепость появилась, там ни одного ингушского села вокруг не было. Это только город Грозный на Чеченской были, к сожалению, в советской истории так и написано, что были, к сожалению, чеченские села, известный Дада Юрт, который у вас же это нет, а у вас есть какое-то предположение, что там находилось ингушское село. А Владикавказ как оно строилось? Оно в нескольких местах передвигалось с одного места в другое. И искали самые лучшие локации. Вот, Заурова, какой-то путешественник сказал, что Заурова, и вот, это ингуши, потом надо же сочинить легенду про Заур.
И вот и там в Википедии там страницу открываешь, и все, это становится ингушским. Но не становится, это оно же должно осязаемым быть. Да, говорит, я тоже могу говорить, что Санкт-Петербург основали чеченцы. От этого Санкт-Петербург чеченским городом не станет. Чеченский город, да, город Грозный. Вот такие. Вот такая. Не мне тебе учить, не нам тебе на правильный путь ставить. Первый звоночек был. Вот после этого это время, пока, это только время покажет. Лучше бы я бы это все оставил бы мутной историей. И я бы, я не знаю, куда-то, я не знаю, подальше от греха. И вот от этих споров, от этого дележа кормушки, вот они критикуют друг друга, правда, не так громко, как чеченцев, но вот да, у них беда, вся борьба, власть президента критикует. Вот это вот странно, это люди, и зачем это тебе, зачем ты туда полез, кто тебя, может, это твоя работа тоже. Да, может быть такое, да, может быть. Может, тебя платит кто-то, я не знаю. Вот интервью было эпическим, если честно. И твоя смелость туда пойти и рассказать очень такие откровенно, и откровенные вопросики русские тоже, да, впечатлили вы нас, конечно, своим откровенностью. Вот лучше бы вот они точно так же были бы откровенны по отношению к чеченцам. Вот вели бы эти откровенные беседы, где нет. Вот Ингуш заканчивается там, где начинается чеченский вопрос. Вот вся философия Ингуш. Вот он закончится там, где начинается чеченский вопрос. Мира и добра всем. Смысла нет, вы знаете, каждый день это повторять, об этом говорить. Да, было интервью, друг друга, двое взрослых парней, конечно, я и там говорил, нужно было сперва подраться, выяснить отношения за камерой, а потом прийти на это интервью. У вас все было бы шики-пики. Очень много вещей, которые нам, конечно, не нравилось. Мне не понравилось интервью. Вот это немножко спесивость, немножко высокомерие. Но они ингуши всегда такие. Они на чеченцы сверху смотрят. Раз, знаете, я иду с работы, никогда не садился в общественный транспорт. И я решил сесть просто прокатиться, солнышко. Хотя я был одет тепло, но у нас же еще рано все себя вещи снимать, очки одевать еще рано, первый месяц марта. Вот в апреле, да, я буду потеплее одеваться, не потеплее, а как бы по-легкому буду ходить. А так вот это, и я сел, там самый зад пошел, сел, и там кто-то подходит и 2 раза меня вот толкает. Я думаю, я даже не посмотрел, кто он такой. Думаю, человек хочет сесть, наверное, старик там стал, и вот он же захотел сесть. Я передвигаюсь, и рядом со мной садится наглая какая-то мордочка в очках. Я сразу понял, кто он такой. Ну, там очки. Почему не снять очки, тоже непонятно. С человеком разговариваешь. Но это было странно. 2 раза он меня, если он меня узнал, по моему имени сказал. Вот наглый, вот просто хочу сказать, какие бывают наглые люди бесцеремонные, какие-то спецы, высокомерные. Он никто. И вот это. Я этот человек 11 лет не видел, не общался, и знать его не хочу. И я бы, если я увидел бы его, просто прошел бы мимо. Вот он почему-то решил вот показать свою
Хорошо, поздоровался, салам алейкум, дал мне руку. Я сейчас думаю, он начнет что-то спрашивать, что-то говорить. Ничего такого. Вы представляете? Ничего такого. Молчит. Вот потом я сижу и думаю, а зачем ты тогда подошел? Чтобы меня 2 раза толкнуть за плечо. Вот этот альяжность, молчит. И потом я нашел, сказал, может, ты где-то сел в транспорт? Он говорит, вот тут я рядом в банке сел. Все, замолчал снова. Вот так. Между прочим, этот человек, зная почти 20 лет, он первый знакомый чеченец, с которым я познакомился, во Франции, это было в Париже, когда Аслана Масхадова убили, я молодой парень, тоже туда поехал протестовать, там, не знаю, митинг был в Париже, и меня туда пригласили. Вот там я этого парня видел, мы познакомились. Ну, вот этот парень, который я вообще не общался, знать его хочу, не хочу. И вот это, и вот такой. Решил, вот и потом я вчера приехал домой, с одной стороны я подумал, что он обрадовался, вот меня увидел, вот так он эмоционально меня тронул, вот задел меня 2 раза даже, и вот потом я думаю, почему он со мной, не разговаривал, молчал, и в этом очень неловко была ситуация, он молчит, я молчу, он молчит, на меня смотрит, я на него смотрю, молчу. Это напоминало, как бывших любовников. Вот бывает, девушка, разошлись, через 20 лет встречаются. У этого жена, дети, у этого жена, дети. Им неудобно вспоминать свою бурную молодость, и там вспоминать эти интимные моменты, вот такое, вот бывает и ловко. И мне вот так было, хотя ничего вот такого, просто была дружба, это для меня была дружба, а оказывается, для него это было просто очередной чеченец, с которым он общается, очередная галочка его вот этих подвигах. И вот так неудобно. Вот это, потом мы же просто друзья, просто знакомы. Почему нельзя было? Хорошо, ты поздоровался, подошел, 2 раза тронул. А почему нельзя было просто поговорить что-то? Вот это странно. И меня рассматривал в своих очках. Вот это. Мама, вот это я говорю, люди это не там, кажется нормально, но вот это ненормально было. Вот его поведение. Вот он потом сорвался, я хотел встать, уйти, первый попавшийся остановка хотел выйти, он тоже определил меня, встал, все, будете. Вот это было нечто с чем. И, и голос как-то обидел, сорвался, обиделся, он говорит, я пойду, можно сказать, просто я пойду, а он как бы в слезах, это вот какой-то надлом голос был. Вот я сижу и растерял, думаю, что это было, что это такое. Он же мне, не брат, не мой друг личный, я не знаю. Вот обида, вот, а я не должен обязательно обижаться, что он насмехался, да, он специально прикалывался. Это ничего, это нормы вещи. Вот я не стал с ним говорить, вот это его обидел. Я бы хоть что-то он сказал бы, я бы сказал бы. И вот потом, наверное, всем моим бывшим знакомым чеченцам, всем, наверное, перезвонил, что он меня встретил, увидел. Вот это бывает неловкая ситуация. Вот такая неловкая ситуация царила вот это в интервью с этим Артемом. Вот мне неловко было, если честно, что это задает такие вопросы, а это так отвечает. Ну, такое дела. Я не знаю, товарищи, добрые люди, вот как нам, сейчас я не хочу даже обсуждать этих мужчин, не хочу даже вот это, и общаться хочется с людьми, и поговорить, можно действительно не затрагивать эти темы. Со мной очень много вещей происходит в жизни, сейчас я тоже
в Бангкоке буду скоро. И может действительно как-то себе, вот я-то 2 микрофона купил, какой-то микрофон купить, или может в Бангкоке я их куплю. И вот буду, не знаю, как-то по городу, про людей. Я не знаю. Конечно, хочется блогерствовать, но хотеть это одно дело, а желание это другое дело. Вот и я уже понял, что ничего, не изменить пока вот это бывает, это будет идти, и вот предел терпения, и потом начнется возня, но они специально подготавливают всех, что они жертвы, вот чеченцы, они на них, вот они вот что-то отобрали, что-то присвоили, просто забывают сказать, что они всю свою историю вот воруют чеченские земли, что они воры, держите вора, это сам вор, вот этот фильм каком-то был, увидел Эльционера говорит, держите, показывает на пальце, на другой говорит, держите вора. Это то же самое. Сам ворует, а на невинного человека пока что он. Вот такая история. История чеченцев очень печальная, трагичная. И вот хайповать на этом вот тоже. Это еще братьями называется. Вот тут нравственность очень такая закашливает, зашкаливает. Так что, Артем, ты попал, конечно, ты попал в лужу. Желаем тебе выбраться из нее, приобрести свое достоинство. Зачем тебе это унижение? Этот человек тебе унизил в этой студии русской. Унизил он тебя. Вот проглотил это и дальше вещаешь это. Израиля. Нам, умом вас, русских, не понять, конечно. Хотя те хорошие русские, какие-то симпатии к тебе есть, но, знаешь, можно ошибаться. В жизни бывает очень много вещей, которые мы не можем предугадать. Но вот одно я знаю, это нехорошим кончится, это долгое пребывание в гостях этих лицемерных ингушей. Не иметь в виду ингуши в общем плане. Наверное, среди них есть тоже хорошие, плохие люди, как и в других народах. Но вот они, это люди, плохие люди, вещают от имени Ингушетии, от республики Ингушетии, и их мы идентифицируем как ингуши. Это не французы или американцы, которые сидят в Нью-Йорке или вещают с Монпелье, нас, это ингуши, наши соседи. На нас набрасывается, нас обливает этой грязью, этими помойками. И под конца этому нет. Вот таких людей, как ты, наверное, их вдохновляет на такие великие подвиги, в кавычках. Флаг тебе тоже, руки очередному ингушу. Я бы так не унижался. Если я русский, я русский. Я чеченец, я чеченец. Я француз, я француз. Почему ты должен быть ингушем? Это тоже вопрос риторический. Мы не можем вас залезть в ваши головы. Тем более это головы ингушей, что он там варит, что у них там, что за, вот, что за сыр-бор у них там. Ну, надеемся на хорошее, как все люди. В нашем очень неспокойном мире, сколько страданий, столько проблем во всем мире. Вот у ингушей нет никаких проблем. Вот у них только амбиции. Какой амбициозный народ оказался эти товарищи. Тоже бывает иногда очень интересно это, все это осознавать, все это, вот такое. Это небольшое вот это высказывание. Конечно, хочется о многом другом. Есть интересные вещи в нашем мире рассказать, но вот так получается. Мы должны концентрировать кого-то, о ком-то говорить.
Вот такие дела. Пока-пока. С вами был Одинокий Джейсон. Мира и добра всем хорошим людям.